Сотрудники Национальной библиотеки к вопросу профилактики и противодействия терроризму подошли творчески. Наглядная демонстрация 30 фотографий. Они говорят сами за себя. Да и студенты вузов все внимательнее всматриваются, например, в лицо матери, потерявшей в этой, как казалось бы, невидимой войне своего сына. И вот таких говорящих фотографий здесь великое множество. Терроризм – это такая угроза современности, она постоянно, мы должны как-то защитить себя. И вот на фоне вот этих происходящих во всем мире, вот этих террористических, я бы сказала, событий, мы просто решили запланировать ряд мероприятий. Мы решили в этом одном мероприятии организовать и фотовыставку, и книжную выставку, провести круглый стол. Отсчет глобального терроризма современности многие эксперты ведут с 11 сентября 2001 года. С тех пор было осуждено по меньшей мере 35 тысяч человек по всему миру. Заметен рост числа уголовных дел, заведенных по новому антитеррористическому законодательству. В истекшем году органами прокуратуры республики, в частности отделом по противодействию терроризму и экстремизму, в целях ограничения доступа к экстремистским интернет-ресурсам направлено в суд 182 исковых заявления. То есть мы выявляем сайты, содержащие экстремистские интернет-ресурсы, или направляем требования Роскомнадзор, чтобы эти сайты заблокировали. Терроризм, зародившийся в 19 веке, спустя 2 столетия приобрел глобальный характер. За последние 15 лет террористы погубили 12 тысяч россиян и сделали несчастными столько же семей, если не больше. До сих пор точных цифр не существует, ведь о таком горе многие предпочитают молчать. На этих круглых столах, на этих встречах молодежь узнает для себя новое, слушает старших людей, которые могут посоветовать, которые могут дать новую информацию. Эта информация помогает нам, молодым людям, понимать процессы, политические, социальные процессы, которые происходят в мире, в нашей республике, понять, где есть хорошо, что есть хорошо, что есть плохо, и, соответственно, сделать выбор в пользу хорошего, в пользу правильный выбор сделать. Сотрудники Национальной библиотеки от слов перешли к делу. После круглого стола вместе со студентами вузов они решили выйти, как говорится, в массы и устроить масштабную акцию по раздаче буклетов. В каждом из них содержалась подробная информация, как вести себя в случае захвата в заложники и что нужно делать при угрозе терактов. Алевтина Банадыкова, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости.